Салютую всем, с вами Валмич. Извините меня, пожалуйста, что я пропал на столь долгий срок, я это сам понимаю, но просто на то время у меня не было идеи для ролика. Но в один миг я наткнулся на такого тиктокера-кидалу, которого зовут Заечка. И сегодня я бы хотел снять на него разоблачение, все пруфы, все доказательства будут в этом видеоролике. Ну и конечно же найдите себе опору, ляжьте на диванчик, посмотрите мой видеоролик. И советую не скипать данный видеоролик, ведь он получился очень интересным, а главное информативным. Для начала начнем с того, кто же такой тот самый Заечка. А я вам отвечу, Заечка это именно тот тиктокер, который развивает свой тикток аккаунт уже более года и регулярно выпускает свои видео на своем тикток аккаунте. Также можно было заметить, что он снимал очень качественный контент и никогда не обзывал своих подписчиков, и поэтому к этому миленькому Заечку, как можно было понять, не было никаких предъяв. Но все началось в начале 2020 года, где Заяц начал регулярно обманывать свою аудиторию. А соответственно обманывал он на пиар в своих видеороликах. Но стойте! Вы конечно же мне зададите вопрос, где же пруфы? Вдруг ты нас всех обманываешь и Заяц никого не кидал. Но все же пруфы у меня тоже есть, которые я вам на данный момент покажу. Пруфы я взял из обсуждения в группе Микса. Если вы не знаете, кто такой ютубер Микс, то советую посмотреть его разоблачение на его же канале, ссылочка будет в описании. Перейдем к пруфам, заранее извиняюсь за качество. Какой-то человек пишет Заечке: «Привет, дай прайсы». «Привет». «Держи», отвечает Заечка. Чуть позже он скидывает меню с целыми рекламами, то есть со всеми рекламами, которые можно приобрести у него. Чуть позже покупатель думает над заказом и пишет: «Хорошо, через час все». Заечка пишет: «Жду, а ссылочку на канал сейчас можно? Посмотрю». Покупатель скидывает ссылку, и Заечка пишет: «Пу-пу, крутой контентик, ролик постараюсь выгрузить за 2 дня, так как есть небольшая очередь». Ну конечно, кидки всегда такое пишут, если у них есть очередь, то вскоре они кинут тебя в ЧС. Оба договариваются и ведут диалог о договоре. И потом наш человек пишет: «Спасибо, давай деньги заранее переведу, кинь киви». Заечка скидывает киви, и соответственно тот человек скидывает ему бабосики. Потом покупатель начинает нервничать и пишет: «Когда видео со мной?» Заечка пишет: «К вечеру доделаю с тобой». И наш покупатель пишет: «А выложишь когда?» 28 февраля. То есть, понимаете, ребят, Заечка тянул 5 дней и до сих пор не выложил рекламу. Это как минимум неуважительно к покупателю, так как он ему ничего не написал о том, что он не сделал рекламу долгое время. Проходит эти 5 дней, и покупателя это уже окончательно взбесило, и он начинает писать: «Nice, игнор». Он уже заподозрил, что кто-то выкинул в игнор. Но Заечка пишет: «Тимофей, я скоро выложу». И покупатель пишет: «О, думал, ты меня в игнор кинул». Диалог продолжает покупатель и пишет: «А скоро это когда?» Заечка пишет: «Сейчас скажу». И покупатель отвечает: «Угу». Проходит еще 3 дня, наступает 1 марта, и покупатель пишет: «Где? Ты долго еще? Ау, чел, хватит игнорить, ты не можешь мне рекламу сделать уже 6 дней». И он эти сообщения не просматривает, а то есть уже умеренно кинул в игнор. После данных пруфов от Микса на Заечку полился гигантский хейт, а то есть его попустили помоями. Внесу еще маленькую нотку в это пирожное и скажу: вместо извинений, которые он должен был привести, вместо мира и добра, он просто продает свой тикток аккаунт за 149 тысяч рублей. Ребят, просто вдумайтесь в эти цифры. Это капец. А на вопрос, зачем ты это сделал, он ответил: долги, очень много долгов. Люди начинают делать вывод, что он продал свой тикток аккаунт для того, чтобы вернуть деньги тем людям, которых он кинул. Но, ребята, вы серьезно? Такие люди не изменяются. Мы ему еще в 2020 году давали шанс, а он даже не извинился за свои поступки, поэтому вряд ли бы он возвращал эти деньги. Можно даже сказать, что он не ценит свою аудиторию, ведь помимо обманов он делает фейк-розыгрыши. Вот, просто посмотрите на этот скриншот. Еще раз повторюсь, данные пруфы, скриншоты и другие доказательства я брал у Микса. Микс, огромное тебе спасибо. Без тебя бы не было бы этого ролика. Огромнейшее тебе спасибо. Ты просто лучший. Люди даже сделали отдельный хэштег, который вы на данном моменте можете видеть на экране. И такой хэштег они отсылают по разным видеороликам в ТикТоке. А видел еще я вот такого вот человека, который писал, что якобы Заечке нужны были какие-нибудь лекарства или что-то в другом роде. Но, ребята, он бы просил
заплатил за это деньги, он бы не кидал людей. Плюс в каком-то он видео, я уже не помню, не смогу вам показать скриншот, он говорил, что он кидал для того, что у него много долгов и их надо оплачивать. И, чувак, если ты не понял этот видеоролик, не понял все аргументы, и ты до сих пор за Заячку подписан на него и не согласен с моим мнением, то, чувак, я тебе крайне сочувствую, ведь в этом видеоролике я все сложил по полочкам. Я буду очень доволен, если Заячка исправится, отдаст деньги тем людям, которых он кинул. И я вообще обалдею, ведь Заячка исправится на целых 80%. На мой видеоролик уже подходит к концу. Если вам понравился этот видеоролик, то есть разоблачение на Заячку, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и пожмякните огромненький колокольчик. Все же мне приятно, когда вы ставите лайки, подписывайтесь на каналы и прожимайте колокольчики. И у меня есть большая мотивация на разработку новых видеороликов. Но я с вами прощаюсь. Аливидерчи.